1 мая кыргызстанцы будут платить за электричество по новому тарифу. Цена за 1 киловатт-час повысилась на 23 тыйына и теперь составит 1 сом. Но тариф для нуждающихся семей и граждан сохранится на прежнем уровне – 50 тыйынов за 1 киловатт-час. Соответствующее постановление подписал глава Кабинета министров. Значит, согласно документу, при потреблении свыше 700 киловатт действующий тариф 2 сома 16 тыйын сохранится. А также для населения, которые желают использовать электроэнергию без ограничения мощности и объемов, тариф для них снижен до 3 сома 28 тыйын вместо 5 сомов 0,4 тыйна. На изменение тарифной политики у государства есть весомые причины. Сейчас страна прежде всего должна обеспечивать энергетическую безопасность и снабжать население бесперебойным электричеством. Наша энергетическая отрасль в целом в настоящее время характеризуется дефицитом мощности, как мы до этого говорили. Эти мероприятия направлены на покрытие текущих необходимых для энергетиков затрат для проведения полноценных ремонтов, модернизации, реконструкции электрооборудования. Повышение стоимости электричества – это вынужденная мера. Кабинет министров надеется обновить изношенное энергетическое оборудование благодаря новому тарифу. Отметим, что несмотря на реконструкцию и модернизацию действующих тепловых и гидроэлектростанций, износ энергооборудования в настоящее время составляет более 80%. Самым таким устаревшим станцией является Учурганская ГЭС. На Учурганской ГЭС эксплуатируется 1961 года. Срок эксплуатации где-то считается 30 лет. У нас двукратно и более эксплуатируется Учурганская ГЭС. И у нас Учурганская ГЭС реконструкция предусмотрена. Дальше идет уже Курпсайская ГЭС, Ташкамурская ГЭС и Шамалдысайская ГЭС. Но более-менее такое состояние на Шамалдысайской ГЭС. На сегодня в стране работают 16 ГЭС и 2 тепловые электростанции с общей мощностью в 3500 мегаватт. Для обеспечения населения бесперебойным электричеством используется более 10 тысяч километров высоковольтных линий электропередачи, свыше 70 тысяч километров распределительных сетей, 518 единиц подстанций и не только. Для того, чтобы оборудование не выходило из строя, энергетики регулярно проводят ремонтные работы. Реконструкция закончилась и полностью замена сделана, обновлена на Атпашинской ГЭС. Реконструкция была проведена по замене гидроагрегата и гидромеханического оборудования на 4-й машине Токтагульской ГЭС. И в настоящее время на Токтагульской ГЭС мы дали на реконструкцию 2-й агрегат. Сейчас закончили демонтажную работу. Идет работа по реконструкции, замене гидромеханического оборудования. По словам энергетиков, такому расположению дел энергосистема шла с момента обретения государством независимости. Специалисты беспокоятся, что устаревшая техника и электромеханическое оборудование на гидроэлектростанциях блокируют развитие энергоотрасли страны. К сожалению, это оборудование в большинстве случаев поставлено в советское время. И они в большинстве случаев свою период и выполнения и сроки на какой-то мере уже изжили. Со временем эти оборудования тоже могут приходить в негодность и усложняют работу. Аварийные ситуации могут возникнуть. Но они с 70-х годов у нас они функционируют, поэтому там требуется модернизация. Но еще раз хочу сказать, как будут возвращаться вложенные финансы для модернизации этих гидроэлектростанций. Может быть, легче новые строить, и потом уже, когда ту потребность, которая в Кыргызстане, Кыргызстану необходима, будут покрывать и новые электростанции.
Энергетики рассказывают, что сейчас энергетическая система держится благодаря специалистам на станциях, которые хорошо знают свое дело. По их словам, плановая реконструкция и модернизация энергообъектов смогут продлить срок их службы. К примеру, Лебединовская ГЭС функционирует уже 80 лет. Она обеспечивает порядка 6 тысяч бытовых абонентов электричеством в Аламутунском и Исыкатинском районах Чуйской области. Лебединовская ГЭС нуждается в полной реконструкции. Практически все оборудование превысило срок эксплуатации почти в 3 раза. Сейчас нам необходимо обновить гидроагрегаторы, электромеханическое оборудование, генераторы и даже структуры распределения электроэнергии. Энергетика в других странах является доходоприносящей отраслью, а в нашей стране она стала убыточной, так как страна потребляет электроэнергии больше, чем вырабатывает. К примеру, для производства 1 киловатт-часа электроэнергии государство расходует 2 сома 38 тыинов, а население платит за этот же киловатт 77 тыинов, малообеспеченные семьи 50 тыинов, жители горных и отдаленных районов по 77 тыинов без лимита. Оставшуюся сумму доплачивает госбюджет. Но нужно понимать, что у нас самый низкий тариф во всей Центральной Азии и один из самых низких тарифов в мире. Это при том, что у нас огромная изношенность, более 70% изношенной электросети, подстанции, они постоянно зимой горят. Их же меняют за чьи-то деньги, как раз таки деньги, которые взимаются с тарифов. У нас самый маленький тариф, и если мы в ближайшее время не повысим его еще в несколько раз в ближайшие годы, то мы просто будем жить вообще без света. Он будет стоить дешево, но его просто физически не будет, потому что будут гореть провода. Этот вопрос назревал уже давно. Тариф нужно было поднимать раньше. Семьям, которые не могут платить за электричество, государство оказывает помощь в виде льгот. Мы должны понимать, что все это ради будущего энергетики. Население и потребление растет с каждым годом. Увеличивается дефицит электроэнергии. Гидроэлектростанции нуждаются в ремонте и модернизации. На это требуются деньги. И если оставить прежний тариф, то это будет блокировать развитие энергосектора. Почему к нам не приезжают инвесторы? Потому что у нас дешевое электричество. Они просто не смогут окупить вложенные финансы. Даже после повышения тариф на электроэнергию в Кыргызстане останется самым дешевым среди стран СНГ. Эксперты рассказывают, что наша страна, имея богатый потенциал, испытывает трудности из-за роста внутреннего потребления, из-за чего мы вынуждены импортировать электричество из других стран. Ну, в Казахстане, в Таджикистане, Узбекистане примерно от 1,7 сома до 3 сомов в среднем киловатт. И это у них там нет никаких серьезных льгот, да? Таких как по 50 тын, вообще такого в принципе не существует. Если мы берем Германию, там 12-20 сом в зависимости от сезона. Россия 5-9 сом. То есть, в принципе, Китай тоже около 6-7 сом. Поэтому у нас не то что дешевая, у нас она убыточная энергетика, а люди почему-то считают, что это хорошо. В Министерстве энергетики сообщили, что средства, полученные в результате повышения тарифов, будут направлены на модернизацию устаревшего оборудования. Это, в свою очередь, позволит предотвратить возможные аварии на энергообъектах и системные отключения. Ахмер Нурзиндова, Джахшилых Исаков, ЛТР, итоги недели.